Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Комреспубликанский институт развития образования. Сегодня в нашем институте проходит презентация лучших исследовательских работ республиканского конкурса «Педагогическая династия». Уважаемые коллеги, мы сегодня ведем онлайн-трансляцию нашей презентации, и сегодня к нам подключились все муниципальные образования нашей республики. И в этом зале, уважаемые коллеги, мы видим и педагогические династии. И мы очень рады, что сегодня в этом зале Валентина Васильевна Жиделева, и к нам присоединится Наталья Владимировна Ефимова, наш министр. Конечно, присутствует и Сыктывкарский государственный университет в лице проректора по научной работе Натальи Николаевны Новиковой. Поэтому, коллеги, мероприятие для нас очень значимое. А я хочу вам напомнить, что данному конкурсу уже 2 года. И мы понимаем, что педагогическая династия действительно сегодня это особая для нас миссия исследовательская. Потому что ваши истории, уважаемые коллеги, это истории, которые связаны с развитием системы образования в Республике Коми. А Республике Коми в этом году 100 лет. Педагог отдает свои знания, вкладывая в эти знания частицу своего сердца. Он помогает найти свой путь в жизни, свое призвание. На современном этапе развития общества значительную роль в системе образования Республики Коми играют педагогические династии, профессиональные педагогические традиции которых передаются из поколения в поколение. В период с 28 мая по 15 сентября 2021 года среди педагогических работников образовательных организаций Республики Коми был проведен республиканский конкурс творческих проектов педагогической династии. В конкурсе приняли участие 13 педагогов из 7 муниципальных образований Республики Коми. Конкурс был инициирован и организован Коми Республиканским институтом развития образования. Сегодня в стенах лектория мы познакомимся с представителями педагогических династий нашей республики, достойных продолжателей педагогических традиций своих семей. Уважаемые коллеги, мы предлагаем вам познакомиться с педагогическими династиями Республики Коми. Это участники конкурса 2021 года. Итак, Екатерина Владимировна Гуляева, учитель английского языка, город Сыктывкар. Екатерина Владимировна представляет педагогическую династию Чупровых, которая берет свое начало с конца XIX века. Представлю следующего участника конкурса – Светлану Ивановну Напалкову, учителя начальных классов села Щельябош, Усинский район. Светлана Ивановна является продолжателем педагогических традиций трудовой династии Верещагиных-Напалковых. История педагогической династии имеет глубокие корни. Основателем династии является Михаил Петрович Верещагин, который в 1912 году был назначен учителем Кильчиюрского сельского начального училища Печорского уезда Архангельской губернии. Следующий участник конкурса – Куратова Лидия Александровна, учитель географии, биологии, город Сыктывкар. Лидия Александровна представляет многопоколенную педагогическую династию Куратовых, Королевых, Хотьевых, которая берет свое начало в XIX веке. Представлю участника конкурса Юлиану Сергеевну Туркину, учителя начальных классов города Усинска. Юлиана Сергеевна представляет педагогическую династию Першуковых. Основоположником трудовой педагогической династии является учительница начальных классов Першукова Аполлинария Михайловна. Коллеги, перейдем к следующему участнику. Полякова Эльвира Ивановна, старший методист Комреспубликанского института развития образования. Она сегодня присутствует. Эльвира Ивановна, приветствуем вас. Эльвира Ивановна представляет династию Паниковых-Михайловых. Общий педагогический стаж династии 454 года.
представлю следующую участницу конкурса Анну Ананьевну Майбурову, учителя физики города Сыктывкара. Анна Ананьевна является продолжательницей педагогической династии Польшиных. Основатель династии Вениамин Мисаилович Польшин, учитель истории и обществознания, ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, участник штурма Берлина. Тураева Светлана Геннадьевна, село Кайгородок. Светлана Геннадьевна является продолжателем традиций династии Фоминых, Куврадиных, Тураевых. И следует отметить, что все представители династии посвятили свой профессиональный путь общеобразовательным организациям Кайгородского района. Следующим участником конкурса является Федорук Маргарита Викторовна, воспитатель из города Воркуты. Маргарита Викторовна является продолжательницей славных педагогических традиций династии Ковалевых-Федорук. Педагогическая династия начинается с 1959 года и продолжается по сей день. Следующий участник конкурса – Дьячкова Наталья Анатольевна, город Усинск. Наталья Анатольевна представляет молодую педагогическую династию, которая берет свое начало с 1962 года. Представлю очередного участника конкурса творческих проектов «Педагогическая династия» Кривцову Елену Николаевну, воспитателя города Инты. Елена Николаевна является представителем педагогической династии Боровиковых. В состав педагогической династии входят 5 педагогов. Участницы конкурса Жура Ирина Александровна, учительница начальных классов города Микунь, и Степанова Анастасия Юрьевна, воспитатель города Ухты, представляют педагогическую династию Жура. Основателем династии является Ирина Александровна Жура, которая посвятила свою жизнь учительству в начальной школе. Уважаемые коллеги, мы благодарим всех участников конкурса. И мы, конечно, понимаем, что благодаря поддержке педагогических династий мы осознаем их роль в формировании современного профессионального сообщества. Валентина Васильевна, мы хотим предоставить приветственное слово. Валентина Васильевна, заместитель председателя Государственного совета Республики Коми. Да, вот камера. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что могу себя относить к коллегам, потому что всю свою жизнь и сейчас продолжаю быть педагогом высшей школы. И мы-то, вообще-то, педагоги высшей школы всю жизнь вместе с вами отмечали свой профессиональный праздник. И вдруг в этом году нам впервые определено, что 19 ноября день, когда высшая школа будет отмечать свой профессиональный праздник отдельно. Но здесь расстраиваться нечему. Я, уважаемые педагоги, вас всех приглашаю и на наш праздник, потому что что бы делала высшая школа без вас, тех уважаемых наших педагогов, которые готовят нам, я очень надеюсь, могу это говорить, замечательных абитуриентов. И связь наша, безусловно, должна быть во всех сферах, где мы с вами трудимся. И, конечно, такой замечательный конкурс, который сегодня уже в республике во второй раз проходит, наверное, должен замыкаться не только на общеобразовательной школе, я все-таки думаю, в большей степени сегодня это, но давайте пусть он будет единый. Татьяна Николаевна, мы с вами вместе проработаем, и я думаю, что обязательно подключим свои династии ученых, нам тоже есть чем гордиться. Ну а то, что уже сегодня мы с вами увидели, то это только вызывает уважение. Уважение к тем, кто пришел в эту очень важную, нужную профессию и таким образом свой труд организовал. Но чтобы еще увлечь тех, кто идет следом или работает рядом, своих детей, это очень и очень важно. Потому что когда
твой ребенок, мне кажется, твои родственники где-то с тобой рядом и продолжают то дело, которое было все-таки начато предыдущими поколениями, это очень и очень важно. И я всегда завидовала э, тем, кто вот так дружно где-то работал в профессии. Хочу сказать, что в моей семье у меня мама была экономистом. Я тоже стала благодаря тому, что она меня вот зажгла своим этим отношением к делу. И хочу сказать, что следующее поколение, те, кто были мои дети, племянники, они тоже получили эту специальность. И где-то мы все на одной волне. И вот, мне кажется, самыми такими интересными временами, особенно когда дети, племянники учились, а это была и моя профессиональная деятельность, и то, что творилось на моей кухне, это просто можно вспоминать всю оставшуюся жизнь. Как это здорово, когда рядом с тобой еще вырастает профессионал. Вот то, что здесь мы сегодня увидели, к сожалению, я хочу сказать, что мало мы об этом говорим. О династиях, а тут еще, что греха таить. У нас такие законы в последнее время антикоррупционные вышли, что, к сожалению, есть такие сферы, где это еще и не приветствуется. И, и подчас очень больно, когда вот какие-то моменты происходят. И могу сказать на примере той отрасли, в которой я уж лет 15, а то и больше. 15 лет это каждый день, можно сказать. Это что касается лесной отрасли, как руководитель лесного института почти 10 лет, и теперь все равно продолжаю быть преподавателем, там на 0,25 ставки, но эта деятельность продолжается. Так вот, в лесной сфере у нас, когда лесники уезжают на дальние кордоны, в лесничество, а вот эти законы вышли, значит, ограничивающие вот эти какие-то связи там родственные. А как? Заканчивают молодые специалисты, они уезжают работать в лесничество, где 2-3 человека работает. И, естественно, очень многие были муж и жена, какие-то еще родственники. И вот этот закон, он не позволял набирать. И у нас проблемы возникли. И вот благодаря поправкам в законодательство мы добились того, чтобы было разрешено работать и тем, кто состоит. Потому что династии лесников это также уникально, как династии, особенно для нашей республики, педагогов. Поэтому, уважаемая Галина Владимировна, уважаемые участники, те, кто причастен к этому конкурсу, давайте больше об этом говорить, давайте показывать те замечательные практики, которые мы имеем, и делать все для того, чтобы в эту профессию приходили дети тех, кто нас с вами учил. Это, мне кажется, ну, это очень почетно. Поэтому благодарю всех, кто принял участие и сегодня нам представил материалы по педагогическим династиям 2021 года. И, Галина Владимировна, расширяем горизонты. И я обращаюсь к тем, кто и сегодня будет представлять в наших средствах массовой информации. Вы на своих сайтах больше показывать эти династии. Потому что даже то, что мы сегодня увидели, вот эти фотографии, когда это фантастически. Это же надо было найти эту информацию, да, 454 года. Это уникально. Надо говорить об этом, и надо звать в нашу профессию. А профессия педагога, и сегодня как законодатель я могу вас уверить, что половина, наверное, времени, если не больше, я думаю, что даже больше, уходит на то, чтобы решать вопросы и укрепления наших материальной базы наших школ. Я являюсь как заместитель председателя Государственного совета именно куратором всего нашего образования. Кроме того, я возглавляю
федеральный проект «Единой России», а он такой, чтобы вы понимали, что ни один закон не будет принят, если не будет консолидации, если не будет тех единомышленников, которые рядом. Так вот, мы не просто там, допустим, работаем во фракции, а мы совместно с Министерством просвещения сегодня имеем даже один проект, который называется «Новая школа», курируем его вместе. Как раз наши коллеги помогают. Когда, понимаете, я хочу сказать, вот в чем важность вот этого нашего с вами диалога. Потому что действительно депутат, который избран гражданами, он имеет больший вектор свободы, чем любой чиновник. И как раз самые лучшие вопросы, самые лучшие моменты, которые необходимо довести до исполнителей, вы все можете делать через своих депутатов. Так вот, у нас даже проект «Новая школа», федеральный проект, значит, я являюсь его координатором на региональном уровне, а Наталья Владимировна возглавляет совет проекта «Новая школа» на региональном уровне. И вот таким образом мы ближе к народу, и нам быстрее расскажут все проблемы, те же учителя в районах с депутатом поделятся, чем непосредственно, ну, сами понимаете. И я думаю, что никогда мы не подводили наших и, значит, единомышленников, и пытаемся двигать все то, что есть хорошее. И будем этого делать. А вам всем низкий поклон. Спасибо Валентина большое. Васильевна, за столь важные профессиональные напутствия. Да, мы понимаем, что профессия педагога– это особая миссия, это призвание, а в центре республиканского конкурса историческая память. И мы должны сегодня, вы правы, Валентина Васильевна, не только знать и помнить, но и понимать, а как дальше должна развиваться система педагогического образования. Поэтому не случайно с нами Наталья Николаевна Новикова, Сыктывкарский государственный университет. Уважаемые коллеги, гости, педагоги, разрешите от имени от руководства Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и от Ольги Александровны Сотникова лично поблагодарить вас за приглашение и вообще за проведение данного мероприятия. Вот как только открылся этот конкурс, я посмотрела журнал, информация, которая представлена, и сразу как раз появилась мысль о том, чтобы создать номинацию для студентов, то есть пятикурсников, те, кто планирует идти в школу. Если, конечно, Галина Владимировна поддержит такую инициативу, мы готовы уже в 2022 году к окончанию вот как раз обучения такую номинацию представить. И я думаю, это будет замечательно, потому что на самом деле сегодня у нас сокращается те количество абитуриентов, которые хотят идти на педагогическое направление. И если честно сказать, сегодня мы не добрали по некоторым направлениям, то есть у нас бюджетные места не заняты. И это большой, может быть, сказать, такой очень минус для того, что мы понимаем, что сегодня учащиеся выпускники школ не идут на педагогические специальности. И вот тот конкурс, который сегодня, результаты которого мы проводим, он играет важное значение для профориентационной работы. Это прежде всего. И об этом нужно говорить в школах. Это нужно говорить и тем, кто сегодня рассматривает вуз как дальнейшее обучение. Хочется поблагодарить всех представителей педагогических династий. На самом деле вы сделали уникальную работу, провели. То есть вы изучили то, что было представлено вашей семье. Вы это представили, я еще так полагаю, в научно-исследовательской деятельности. И это стало не только информацией, на самом деле это достояние нашей республики. Мы должны ее гордиться, мы должны ее приумножать. И вот тоже я вспомнила, почему я стала педагогом. И спрашивала, в нашем роду никого не было педагогов. И потом мама сказала, что мой дедушка был директором детского дома в Усть-Илимском районе. Во время Великой Отечественной войны, когда эвакуировали детей с Ленинграда,
при этом совхозе в Устьевыме в селе Межоги создали детский дом. И мой дедушка стал директором этого детского дома. К сожалению, я об этой части его жизни очень мало знаю. Но, наверное, после этого конкурса я подниму все архивы и узнаю. На самом деле, я считаю, что каждый педагог, он не просто так рождается. Кто-то был в его роду. Даже если мы близко его не знали, даже если мы не пересеклись в этой жизни, в любом случае это передается по генам. И это очень важно, это нужно говорить, и самое главное, это нужно растить будущее поколение. Большое вам спасибо, низкий поклон. Спасибо, Наталья Николаевна. Действительно, наши участники конкурса – это исследователи. И мы очень рады, что сегодня в этом зале и с нами в онлайн все участники конкурса. И самое главное, что действительно о династиях должны знать и педагоги, которые работают вместе с вами в образовательной организации, и ваши ученики, потому что ваши семьи неудивительны, потому что ваши семьи создают историю образования нашей республики. Поэтому, коллеги, давайте еще раз поблагодарим и поаплодируем всем участникам нашего конкурса. Ну а теперь мы предлагаем нашим участникам уже представить именно исследовательские работы, рассказать именно о вашей истории, о призвании, о особой миссии. И, конечно, в центре каждой работы, как я уже говорила, это память, память поколений. Сегодня, когда мы формируем новую систему воспитания, когда мы говорим о том, что мы формируем граждан Российской Федерации, именно знание своей истории своей семьи, это очень важно. И мы предлагаем, да, Александр Викторович, Да. передаем слово. Хочу пригласить на сцену для представления исследовательской работы участницу конкурса «Педагогическая династия», учителя начальных классов средней общеобразовательной школы номер 4 города Усинска Наталью Анатольевну Дьячкову. Наталья Анатольевна приехала из Усинска, нашла возможность, ее поддержали, поэтому спасибо, что вы вместе с нами. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию проектно-исследовательскую работу «Педагогическая династия семьи Дьячковых». И приглашаю вас на виртуальную экскурсию. Во главе династии моя мама, Дьячкова Галина Владимировна, окончила педагогическое училище номер 2 города Сыктывкара по специальности учитель пения. Любовь к музыке передалась маме от ее отца, Королева Владимира Алексеевича. Это мой дедушка. В свободное время он учился играть на духовых инструментах, играл на трубе. Педагогом в своей жизни он не стал, но невидимой ниточкой связаны несколько поколений творчеством и музыкой. Мама рассказывала, что в детстве очень любила петь, поэтому твердо решила поступить и получить профессию, связанную с музыкой. Педагогические навыки осваивала учителем музыки в Устюсинской школе. Проработав учителем 7 лет, перешла работать в детский сад села Устюса музыкальным руководителем. 50 лет посвятила мама любимому делу – учить и воспитывать детей. Задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщить ребенка не только к миру музыки, но и к культуре своего народа, а значит научить петь на родном языке. Так появилась детская фольклорная группа «Марья Моль». С этой группой мама неоднократно участвовала в фестивале детского творчества «Тиньоль», где они становились лауреатами. За этот период было проведено огромное количество праздников и мероприятий. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи мама награждена почетной грамотой Министерства образования Республики Коми. Также почетной грамотой за многолетний добросовестный труд Совета муниципального образования городского округа Усинск. Мама и сейчас остается талантливым и творческим работающим педагогом. На протяжении многих лет участвует в художественной самодеятельности местного дома культуры «Чолом» села Устюса. Мама является участником фольклорного коллектива «Елога», что в переводе означает «эхо». С фольклорной группой мама неоднократно выезжала с выступлениями по республике Коми, в село Ижму, где проходит праздник коми-иджемцев Луд, в город Салихард, в Обьячево и другие села.
К 75-летнему юбилею она награждена почетной грамотой за большой вклад в развитие культуры, искусства и народного творчества города Усинска. Безграничную любовь к музыке и талант мама старается передать своим детям и внукам. Дочь Ирина, внучка Анастасия и Виктория закончили музыкальную школу по инструменту фортепиано. Совместно с мамой мы выступаем в составе вокальной группы «Гармония». Изюминкой этой группы является акапельное пение. Это пение хора без инструментального сопровождения. Хор исполняет многоголосное пение, поэтому группу часто приглашают на выступления в город Усинск, во Дворец культуры и в музыкальную школу искусств. Продолжила учительскую династию моя сестра Яковлева Анжелика Анатольевна. Анжелика Анатольевна окончила Сыктывкарское педагогическое училище номер 1 имени Куратова по специальности, тоже учитель начальных классов. Ее педагогический стаж 32 года. Все 32 года работала в одной школе поселка Усогорск Ударского района. Из интервью. Я человек творческий, поэтому всегда ищу нетрадиционные идеи при работе с детьми. Я как учитель тоже принимаю участие в различных педагогических конкурсах. Мне это интересно. Есть возможность не только поделиться своими находками, но и узнать что-то новое и применить в своей практике. В 2010 году приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель года» и получила диплом первой степени. Она говорит: «Меня всегда интересовала история родного края, а именно народный фольклор. Поэтому героев коми-легенд я рисую на стенах школьного коридора. Там можно встретить Ягморта, Еркапа и других героев сказок. Здесь только некоторые из них. Занимается рукоделием, шьет мягкие игрушки. Вообще педагог очень творческий и талантливый. Продолжила династию я. Дичкова Наталья Анатольевна окончила педагогическое училище номер 1 имени Куратова по специальности учитель начальных классов. Педагогический стаж 25 лет. Это дало большой толчок в моей творческой деятельности в жизни. Свою трудовую деятельность начала в Усть-Усинской образовательной школе. Фотографии немножко почему-то, не знаю почему. 20 лет проработала учителем начальных классов. В этой школе было 4 выпуска учащихся начальной школы. С 2016 по 2019 год работала в школе номер 26 города Сыктывкара. В настоящее время работаю в школе номер 4 города Усинска. Награждена почетной грамотой Министерства образования Республики Коми за многолетний добросовестный труд. Работая в школе, всегда принимаю участие с детьми в общешкольных и классных мероприятиях. Это спортивные соревнования «Формула успеха», встречи с интересными людьми, талантливыми, посещение библиотек, катание с детьми на роликах, участие и победы в конкурсах. Вот 2 место «Спорт Севера» к 100-летию Республики Коми. Все это доставляет удовольствие, но вместе с тем это ответственность и огромный труд. Я всегда находила время повышать не только свой профессиональный уровень как учитель, но и творческий потенциал. На протяжении многих лет выступаю на сцене, пою в хоре. Заняла 2 место в номинации «Вокальное искусство», вокальный дуэт в конкурсе художественной самодеятельности среди образовательных организаций, посвященный Году культуры в Республике Коми. Также выступаю на концертах во Дворце культуры города Усинска и за пределами Республики Коми. С группой «Гармония» мы приняли участие в фестивале народных песен в Республике Крым. Дарить людям музыку – это мое хобби, мое увлечение. Большую роль в выборе профессии играют близкие люди. Для моей мамы примером был ее отец. Для нас с сестрой наша мама. В этом прослеживается преемственность поколений. Таланты 4 поколений – это таланты в творчестве, в музыке и в образовании. Я твердо могу сказать, быть учителем – это не просто профессия, это жизнь, судьба, призвание. И завершить свое выступление хочу словами Антона Павловича Чехова, что учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Анатольевна. Действительно, это жизнь, судьба и призвание. Великолепные слова. И, конечно, важно об этом рассказывать нашим выпускникам 9, 10, 11 классов, потому что это история, которая должна быть
именно в системе педагогического образования. Это очень значимо. Спасибо вам за ваш труд. Уважаемые коллеги, в Республике Коми есть педагогическая династия Паниковых-Михайловых. Представители этой профессиональной династии могли бы преподавать в одной общеобразовательной организации. Преподавать разные предметы. Русский язык и литературу, коми-язык и коми-литературу, историю, обществознание, математику, физику, биологию и географию, черчение, рисование, иностранные языки. Уважаемые коллеги, Эльвира Ивановна Полякова, представитель династии. Эльвира Ивановна является автором учебников «Родной коми-язык для начального общего образования». Уже более 50 лет в профессии. И сегодня Эльвира Ивановна является сотрудником нашего института. Я вам очень благодарна, что вы сегодня вместе с нами. Евгений Викторович, уважаемые коллеги, это представитель тоже этой династии. Это сын Эльвиры Ивановны. Поэтому, Эльвира Ивановна, расскажите нам о вашей удивительной династии. Можно мне ничего не говорить, все сказали уже. Ну, начало такое. В прошлом году был первый конкурс, и я была в жюри. С таким большим интересом я ознакомилась со всеми работами. И вот как член жюри про себя думаю, ага, у нас в роду тоже ведь 15 педагогов, почему бы не участвовать? И вот летом посидела, узнала о своих и вам хочу представить. Добрый день. Так, позвольте мне представить исследовательскую работу о становлении и развитии педагогической династии Паниковых-Михайловых. Цель нашей исследовательской работы – изучение и систематизация профессиональной педагогической деятельности представителей педагогической династии. Цели и задачи я не буду читать, здесь все написано. Основателями династии являются две сестры – Паникова Мария Павловна и Михайлова Александра Павловна, уроженцы деревни Паркерос Нёбдинского сельсовета Карткеросского района. После окончания школы сестры Мария и Александра выбрали профессию учителя. В 1936 году Мария Павловна Паникова была направлена учителем начальных классов в родную деревню Паркерос. Она была единственным учителем для учащихся всех 4 классов. Особенно тяжелыми для молодой учительницы и ее учеников были военные годы. Как труженица тыла, она на своих хрупких девичьих плечах перенесла все тяготы военного времени. Мария Павловна 35 отдала школе. Она всегда занимала активную жизненную позицию. Много лет возглавляла первичную партийную организацию села Нёбдино. Старшая дочь Марии Павловны Инесса и внучка Марина тоже выбрали профессию учителя. Михайлова Александра Павловна, это моя мама, обучалась на физико-математическом факультете Коми-пединститута. В военные годы была переведена на заочное обучение и направлена в школу села Керес, а затем в Ашкурскую школу, поскольку все учителя были на фронте. Александра Павловна 8 лет проработала учителем математики в Богородской школе, была завучем этой школы. В селе Богородск у нее создается семья. Александра Павловна с супругом Иваном Ивановичем вырастили 5 детей, и 4 из них стали педагогами. В течение 23 лет до выхода на пенсию Александра Павловна учительствовала в Сторожевской школе. Она вложила большой труд в обучение детей математике, который впоследствии стал прочное знание по сложному предмету. Из-за доброго и внимательного отношения многие воспитанники называли ее школьной мамой. Я, как дочь Александры Павловны, благодарна за то, что она была в нашей жизни.
Благодаря ей вот мы стали педагогами. К сожалению, в марте этого года она ушла из жизни. Представляю второе поколение династии Михайловых. Ой, прошу. Так, вот, я не умею пользоваться. Михайлова Леосева Инесса Ивановна. Это старшая дочь Александра Павловна, моя старшая сестра. После окончания физико-математического факультета пединститута была направлена учителем математики в Мещерскую школу. 14 лет работала в Министерстве образования в должности инспектора-методиста отдела национальных школ. Она много времени уделяла выпуску учебно-методической литературы. Несколько слов хочу сказать о себе. После окончания педучилища работала учителем начальных классов в Парчевской малокомплектной школе. Первые учительские шаги, начатые в начальной школе, сыграли большую роль в моей последующей педагогической деятельности. После окончания филологического факультета пединститута продолжила обучение в очной аспирантуре. Получив диплом кандидата наук, в течение 45 лет принимала участие в подготовке педагогических кадров. Мною разработан учебно-методический комплект по ком-языку для 1-4 классов. И данный комплект включен в федеральный перечень учебников. Вот в этом году. Это большое наше событие. Да, это впервые. Данный комплект включен. В настоящее время я разрабатываю учебно-методическую литературу по родному языку и краеведению. Вот мы с сыном это разрабатываем. Мой супруг Виктор Николаевич 11 лет отдал системе образования. После окончания факультета иностранных языков пединститута работал учителем английского языка. Окончив аспирантуру, продолжил педагогическую деятельность на факультете начального образования пединститута. Он преподавал одну из важных учебных дисциплин – общую педагогику. Виктор Николаевич работал преподавателем факультета Высшего педагогического института в Гаване. Это в 1987 году. На Кубе он проделал большую работу, направленную на совершенствование вопросов организации учебно-воспитательной работы в ВУЗе. Но, к сожалению, тоже вчера ушел из жизни. Моя младшая сестра Михайлова Смирнова Галина Ивановна. В течение 43 лет работала в разных школах учителем биологии и географии. Галина Ивановна так вспоминает о своих учениках. На долгие годы сложились очень добрые отношения с моими учениками. До сих пор получаю от своих учеников отзывы с поздравлениями. Оценка своих учеников дороже всех наград. Так она считает. Это мой брат. Продолжателем династии Михайловых стал Александр Иванович. После окончания пединститута в Ачемской 8-летней школе он вел уроки физики, математики, черчения, физкультуры. Еще можно. Затем был назначен директором железнодорожной вечерней средней общеобразовательной школы. Жена Александра Ивановича Людмила Николаевна. В течение 45 лет работала учителем математики в поселке Приполярный Усинского района, в городе Усинске и во многих школах города Москвы. Потом они уехали в Москву, и вот меняла школы, правда. 10 лет являлась завучем Московской специализированной школе для детей и подростков. Продолжателем династии Михайловых является Лидия Васильевна. В течение 27 лет она плодотворно работала в должности воспитателя в сельских и городских дошкольных образовательных учреждениях. Старалась превратить детский сад во второй дом для дошколят. Познакомлю вас с представителями второго поколения педагогической династии Паниковых, то есть дети Марии Павловны. Старшая дочь Марии Павловны Инесса Михайловна. 40 лет проработала учителем истории, русского языка и литературы в школах Кировской области и Зеленецкой средней школе. Благодарные ученики и выпускники из Зеленецкой школы об Инессе Михайловне вспоминали так. Она справедливый и очень добрый педагог. Благодаря ее урокам в наших сердцах до сих пор живут литературные герои. Уроки литературы
были самыми любимыми уроками. Инесса Михайловна – учитель с большой буквы. Следующий продолжатель педагогической династии Паниковых – Эмма Михайловна. Она 48 лет работала в разных общеобразовательных учреждениях Республики Коми. Эмма Михайловна внесла большой вклад в дело совершенствования учебно-воспитательного процесса в школах города Сыктывкара. Паникова Любовь Васильевна получила квалификацию учителя технологий и предпринимательства в пединституте и 42 года преподавала в 18-й школе города Сыктывкара предметы черчения, ОБЖ и технологии. Ну и педагогическая династия Паниковых продолжается в третьем поколении. Цивунина Марина Анатольевна, закончив исторический факультет Сыктывкарского университета, была направлена на работу в родную школу села Зеленец, где преподавала историю и обществознание в старших классах. В течение 10 лет явилась директором Зеленецкой школы. Под ее руководством была построена новая Зеленецкая школа. Петухова Елена Андреевна продолжала семейную учительскую деятельность. Обучая в школе, у Елены возник большой интерес к естественным наукам, поэтому она выбрала биологический класс. После окончания школы выбор профессии был очевиден – естественно-биологический факультет. И вот она уже в течение 12 лет набирает педагогический опыт по обучению географии и биологии в гимназии Пушкина и лицее народной дипломатии. Ну и уже говорили, что продолжателем династии Михайловых является Поляков Евгений Викторович. Получив специальность учителя истории, он работал учителем в школах города Сыктывкара. Евгений Викторович о своей профессиональной деятельности отмечает: «Мне приятно осознавать, что являюсь представителем и продолжателем педагогической династии. Помню, что моя бабушка дала жизненное напутствие – трудиться во благо. На мой взгляд, педагогический труд является благом для всего нашего общества». В ходе исследования нами были установлены, что педагогическая династия Паниковых насчитывает 3 поколения, но общее количество лет 454 года. Дети и внуки Марии Павловны и Александры Павловны последовали примеру своих родителей, как учителей и наставников, поступали в педагогическое учебное заведение и стали учителями различных специальностей. Выбор учительской профессии у 15 членов династии не явился случайным. Он продиктован большим желанием обучать детей, а также семейной традицией служения образованию. Отрадно, что каждый из представителей педагогической династии внес в прошлом и вносит в настоящее время значительный вклад в развитие системы образования и подготовил для Республики Коми несколько поколений специалистов, профессионалов. Спасибо. Действительно, это труд на благо системы образования. Ну и, конечно, в центре внимания вашей профессиональной династии это любовь. Это любовь к профессии, это любовь к родной земле, потому что вы все действительно сегодня являетесь, как и вы, почетным гражданином нашей Республики Лирана. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы не случайно предоставили слово Эльвире Ивановне Наталье Анатольевне. Именно данные наши коллеги являются победителями конкурса творческих проектов «Педагогическая династия». Ура! Уважаемые коллеги, мы вам вручаем диплом победителей и небольшие от нас подарки. Конечно, что лучше подарок для педагога? Это, конечно, книги. Книги об истории нашей республики. Спасибо. Уважаемые коллеги, теперь следующий этап. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста, видеоролик. В 2021 году, в год столетия государственности Республики Коми, вышла в свет книга «Стоявшие у истоков народного просвещения Коми-края». В книге можно узнать о преподавательской деятельности 10 педагогов, учительствовавших в конце XIX – начало XX веков. Феоктисты Ивановны Забоевой, Милетии Семеновича Русанове,
Аполлинария Варламовна Кашиной, Андрея Андреевича Цембера, Петра Петровича Ползунова, Александра Дмитриевича Сенцова, Агнии Андреевны Сухановой, Василия Александровича Молодцова, Александра Николаевича Поросятникова, Вениамина Тимофеевича Чисталева. Представленные учителя оставили большой след в развитии народного образования и культурной жизни Коми-края. Следует отметить, что учителя работали в разных типах учебных заведений: церковно-приходских, ремесленных, воскресных и земских школах, высших начальных училищах. Каждый педагог внес вклад в развитие системы образования нашей республики. Агния Андреевна Суханова – автор учебной литературы для детей. Петр Петрович Ползунов – создатель школьного музея. Милетий Семенович Русанов – инициатор экологического просвещения наших детей. Александр Николаевич Поросятников – первый профессиональный преподаватель графических учебных дисциплин в Уссысольске. Василий Александрович Молодцов – инициатор обучения на коми-языке, автор первого букваря для коми-школ. Аполлинария Варламовна Кашина уделяла большое внимание эстетическому воспитанию учащихся. Андрей Андреевич Цембер – автор русского коми-словаря для школ. Феоктиста Ивановна Забоева переводила рассказы на коми-язык для внеклассного чтения. Феоктиста Ивановна была представителем и продолжателем учительской династии Забоевых города Уссысольска. Александр Дмитриевич Сенцов – инициатор открытия ремесленной школы в Уссысольске. Вениамин Тимофеевич Чисталев занимался разработкой учебных пособий о растениях на коми-языке и подготовил русско-коми-букварь. Книга будет полезна учителям, студентам, краеведам, всем, кто интересуется историей народного образования Коми-края. Да, судьбы очень так непростые. Это судьба педагогов XIX-XX века. И действительно мы понимаем, что это только первое учебное пособие. Мы должны продолжать, уважаемые коллеги, изучать судьбы наших педагогов. А мы продолжаем. Педагогические династии, которые сегодня являются для нас настоящим, которые внесли вклад в развитие истории нашей республики. Педагогическая династия выступает носителем уникального опыта верности идеи служения профессии преподавателя. Династия Куратовых, Королевых, Фотьевых. Мы предоставляем слово Лидии Александровне Куратовой. Лидия Александровна – учитель географии и биологии основной общеобразовательной школы номер 8, город Сыктывкар. Пожалуйста, ваша судьба, судьба вашей династии. Если каждый вечер на вашей кухне педсовет, если все разговоры только о школе, если профессия стала жизнью, значит, ваша семья учительская. Во многих семьях есть трудовые династии. Моя семья в этом отношении уникальна. Я учитель в 3-м поколении. Мой муж школьный учитель в 4-м поколении. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать историю 2 династий. Педагогическая династия Куратовых, Королевых. Основателем педагогической династии Королевых, Куратовых является Королев Яков Иванович, учитель начальных классов. Учительствовал он в начальной 4-летней школе села Воман, в 4-классной начальной школе села Подъельск в период с 1913 по 1940-е годы. В самые трудные, голодные годы после окончания гражданской войны был директором детского дома в селе Воман Карткеросского района. Дочь Якова Ивановича, Королева Мания Яковлевна, учитель начальных классов, самый титулованный представитель династии. В 1943 году окончила школьное отделение Сыктывкарского педагогического училища. С 1947 года по 1975 год работала в начальной школе села Керос Карткеросского района. За годы работы была награждена медалями за доблестный труд, за трудовую доблесть, за трудовое отличие, медалью ветеран труда. В 1960 году была избрана делегатом на Всероссийский съезд учителей. Мания Яковлевна – отличник народного просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель РСФСР. Педагогический стаж 32 года. Королев Лобанов Николай Николаевич, супруг Мани Яковлевны, учитель физкультуры, учитель начальных классов, ветеран Великой Отечественной войны. Николай Николаевич, успев проработать всего один 1940-1941 учебный год в Анапском сельсовете учителя начальных классов, в сентябре 1941 года был призван в ряды Красной армии. Воевал старшина-разведчик Лобанов храбро, о чем говорят его многочисленные награды. После демобилизации в 1947 году был принят на работу в Кировскую 7-летнюю школу в должности физрука, где его коллегой стала Мания Яковлевна. Мания Яковлевна и Николай Николаевич прожили вместе 44 года, вырастили и воспитали 7 детей. Мания Яковлевна награждена орденом «Материнская слава 3-й степени» и медалью материнства. Дочь Куратова Королева Вера Николаевна, учитель физики и математики, проработала в школе 35 лет. Ее супруг Куратов Виталий Александрович в 1976 году окончил тот же институт, Коми Государственный педагогический институт по специальности математика. С 1980-х по 1990 год они вместе работали в Подъельской средней школе Карткиросского района, с середины 90-х годов в Сыктывкарской школе номер 8, расположенной в поселке Верхничев. Виталий Александрович и Вера Николаевна счастливы вместе уже 43 года, вырастили и воспитали 2 детей. Оба стали педагогами. Дочь Манова Куратова Наталья Витальевна, учитель математики. Выпускница Коми Государственного педагогического института, учитель математики и физики по специальности математика. Их сын Куратов Константин Витальевич, мой муж, учитель информатики и физкультуры. В профессию Константин Витальевич пришел не сразу, но, как говорится, зов крови дал о себе знать. В 2018 году Константин Витальевич окончил Сыктывкарский государственный университет по направлению педагогическое образование и с 2015 года работает в основной общеобразовательной школе номер 8. Разрешите рассказать вам историю второй династии, педагогической династии Фотиевых. Основатель династии Фотиев Иван Васильевич, мой дед, учитель начальных классов, ветеран Великой Отечественной войны. Иван Васильевич с 1937 по 1941 год работал учителем начальных классов в деревне Ыбула Ударского района. С июля 1941 по 1945 год Иван Васильевич воевал на Карельском фронте, Ленинградском фронте, дошел до Берлина. После демобилизации в 1947 году и до 1974 года работал учителем начальных классов в Мещурской 7-летней школе Нижпогосского района. Педагогический стаж Ивана Васильевича 31 год. Моя мама, сноха Ивана Васильевича, Фотиева Дина Петровна, учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы, коми-языка и коми-литературы. В 1971 году окончила Сыктывкарское педагогическое училище, а в 1983 году Коми Государственный педагогический институт по специальности русский язык и литература. В Мещурской школе работает с 1974 года. В 1991 году ей было присвоено звание «Старший учитель». Более 20 лет Дина Петровна имеет высшую квалификационную категорию. С 1997 года она ветеран труда. Несмотря на преклонный возраст, Дина Петровна продолжает работу в Сереговской средней школе, шагает в ногу со временем, успешно осваивая новые технологии и способы работы. В этом году Дина Петровна отмечает полувековой юбилей педагогической деятельности. Старшая дочь Дины Петровны Сабирова Фотиева Лариса Александровна,
учитель русского языка и литературы. С 2001 года и по настоящее время работает в Мещерской средней школе. Лариса Александровна очень артистичный и творческий учитель. Младшая дочь Дины Петровны, я, Лидия Александровна, выпускница географо-биологического факультета Коми Государственного педагогического института. Работаю 10 лет в Сыктывкарской школе номер 8. В 2011 году представители двух династий наконец-то встретились, и две династии объединились. И сегодня в Сыктывкарской школе номер 8 работает второе поколение семьи Куратовых. Всегда с большим уважением в наших семьях относились к профессии учителя. Учитель не только передает знания, но и вкладывает частичку своего сердца и своей души в учеников. Учитель помогает найти путь в жизни. Труд учителя благороден и необходим. Спасибо. Спасибо, Лилия Александровна. Удивительные фотографии. Такие, да, слушайте, вообще великолепно. Уважаемые коллеги, Лидия Александровна является тоже победителем нашего конкурса. Ей вручается диплом победителя второй степени и небольшой подарок. Уважаемые коллеги, в Республике Коми есть педагогическая династия Верещагиных-Напалковых, общий педагогический стаж которой составляет 589 лет. Светлана Ивановна Напалкова является представителем и продолжателем этой педагогической династии. Слово предоставляется учителю начальных классов средней общеобразовательной школы села Челья-Бош Светлане Ивановне Напалковой. Светлана Ивановна, вам Добрый вечер всем. Я хочу рассказать про династию Верещагиных-Напалковых, куда я сама отношусь тоже. Но жизненный путь этих героев был непростым, но они с достоинством преодолевали все трудности. Основателем, можно сказать, династии является Верещагин Михаил Петрович. Он родился в 1893 году в Вологодской области в семье бедного крестьянина. Детей было 5. В раннем детстве лишился отца и матери. И детство прошло в суровых условиях. Учился в сельской школе очень хорошо. В Сольвычегодске закончил высшее начальное училище, а потом в Архангельске педагогические курсы. Получил звание сельского учителя и был назначен учителем Кельчеюрского сельского начального училища Печорского уезда Архангельской губернии. Учительствовал на Печоре около 8 лет. Занимал руководящие должности в различных организациях. В 1937 году был репрессирован, сидел 2 года, но был вновь арестован и в 1942 году умер при невыясненных обстоятельствах. Напалков Дмитрий Георгиевич, это зять Верещагина Михаила Петровича, родился в селе Керчоме. Его отец Егор Александрович был одним из тех, кто устанавливал советскую власть в республике. После окончания начальной школы поехал учиться в Сыктывкар, закончил Коми-пединститут. В 1941 году был направлен в Устюсинский район учителем истории. В 1942 году воевал на Волховском фронте, раненым попал в плен, освободился в апреле 1945 года. В сентябре 1945 был назначен инспектором райрайона. В 1947 году приехал с семьей в Шеляборскую 7-летнюю школу, работал директором школы, учителем истории до 1973 года. Много раз избирался депутатом райсовета, секретарем партийной организации, имеет военные награды, почетные грамоты. И за успех это вот как раз грамоты, которые, диплом вот сохранился у нас. И заслуженный учитель было присвоено за успехи в обучении детей. И то удивительно, что он скончался в 90-м году именно в День учителя. Напалкова Верещагина Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы Шельяборской 8-летней школы, тоже родилась в селе Уссыльма,
После окончания школы поступила на учительские курсы в городе Сыктывкар. Когда началась война, ей было 20 лет. В августе 1941 года, это документы, вот она, вместе с мужем приехали в село Устюса учителем русского языка и литературы. В 1942 году мужа призвали на фронт. Но это было только начало трудностей. Внезапно заболел от менингита сын, потом умер отец. Надо было заботиться о моей матери, о младшей сестре, 7-летнем брате, которые приехали к ней. Но сказать, вот Галина Михайловна говорила, если сказать, что они жили трудно, тяжело, это значит ничего не сказать. Не было тетрадей, писали на листках старых газет, журналов. Чуть позже исписанные листы они обрабатывали хлоркой, чтобы много было на них писать. Эти листы сушили, развешивали в классах. Ну, с питанием было трудно. Начиная с 1942 года, после окончания учебного года, всех школьников 6 по 9 класс мобилизовывали в колхозы вместе с учителями. Работали на овощных полях, на сенокосе. Ну, не было, конечно, зарплаты почти не было, и отпусков не было. Но за хорошую организацию она была награждена почетными грамотами в те годы. Вот таких тяжелых условиях жили, работали учителя, учили детей во время войны. В 1947 году она переехала в Шельябож и, проработала до выхода на пенсию. Еще. Вот они с мужем вырастили 5 детей. Это получается сын, за которым я замужем, это последний сын, 4 детей, которые, можно сказать, пошли по стопам родителей. Отметили золотую свадьбу, успели отметить, и вот через можно сказать, через неделю его не стало на Палково. Верещагин Олег Михайлович, это родной брат Верещагиной Галины Михайловны. После окончания школы поступил на физмат факультет, окончил в 1956 году и направили работать в село Мутный Материк, где он вел большую общественную работу. Это из семейного альбома. Дальше Набильская Лидия Алексеевна, племянница Верещагиной Галины Михайловны, родилась в Сыктывкаре, преподавала в медицинском училище, стаж 32 года. Тоже было очень мало, конечно, у нас сохранилось фотографий и наград, но одна награда вот сохранилась, я нашла. Это за добросовестный труд, она была награждена многочисленными грамотами. И в 80-м году было присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми СССР». Грамоты, ветеранка, да? Дальше Верещагина, это жена Верещагиных Олега Михайловича. Родилась в селе Мутный Материк. Приехала, можно сказать, она была первой в селе, которая получила высшее образование и вернулась работать в свою родную школу. В трудовой книжке Анны Игнатьевны всего 2 записи. Принята на работу учителем математики и уволена с выходом на пенсию. Это все можем. Семяшкина Татьяна Дмитриевна, это сестра у моего супруга. Это получается 3-е поколение. После окончания она поступила в Сыктывкарское педучилище имени Куратова. После окончания работала учителем начальных классов в Денисовской, потом в Шельябожской, в Захарванской школе Устинского района, была директором 12 лет. 10 лет проработала председателем женсовета. В 1996 году была избрана председателем Совета ветеранов. Это сестрой она ветеран. Потом почетную грамоту дали за хорошую работу. 25 лет уже продолжает вести эту общественную работу. Катанзийская Евгения Дмитриевна. Это получается у моего супруга тоже родная сестра. Работала в детском саду, сначала няней, потом воспитателей. Вот то, что она говорит о себе. Я воспитатель и горжусь этим, ведь свою жизнь я посвятила детям. Это самое важное. И какую характеристику дает заведующая она сама в этих кадрах. Много благодарственных писем. У нее, кстати, 6 детей. Она многодетная мама. И что дает заведующая садиком? Общий стаж у Евгении Дмитриевны 45 лет. Является педагогом с большой буквы. Всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Большой профессионал своего дела. Может найти подход к каждому ребенку. Благодаря ей
руководители творческой группы. Детский сад Шельябош является многократными победителями ежегодных акций «Сказки нашего двора», благоустройство территорий в зимнее время, лучшая снежная постройка. Кстати, вот этот год тигра было выполнено 12 лет назад. И вот какой вот тигра, она, можно сказать, своими руками она вылепила. Очень такой творческий человек. Но Платова тоже сестра моего мужа, супруга, но она работала всего 1 год, но все равно дополнила нашу педдинастию. Да, педстаж, да, педстаж. Дальше Набильский, это муж Верещагиной, тоже уже родился, который родился на Украине. После окончания медицинского института работал преподавателем биологии в медицинском училище. За добросовестный труд награжден многочисленными наградами, но, к сожалению, у нас тоже только вот эта книжечка сохранилась. Дальше Верещагины. Это сын Верещагина Олега Михайловича. Они родились в Мутном материке. Он родился, потом закончил Свердловский инженерно-пединститут. Там женился. Тоже жена работает, они вместе учились. И стаж работы у них очень маленький, потому что во время перестройки завод закрыли. Работала мастером жена, а сама работала преподавателем и мастером производственного обучения. Это сестра Верещагиных, Ирина Олеговна, учитель начальных классов. Тоже она закончила в Мутно-Материкской школе, свою школу закончила, потом училась в Сыктывкаре в институте, работала в Мутно-Материнской школе, потом в Усинске в прогимназии, в 7-й школе. Имеет звание старший учитель, была победителем конкурса «Учитель года», имеет множество наград и благодарственных писем. Лопырева – это племянница Напалкова Дмитрия Георгиевича, уроженка села Усть-Кулом. Трудовая биография Лопыревой связана с ее родным селом и посвящена работе с детьми. После окончания Сыктывкарского педучилища приехала в родное село и была назначена воспитателем в детском саду, потом заведующей, а потом предложили работать в школе качества воспитателя продленного дня. Ее ответственная добросовестная работа неоднократно были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Напалков Георгий Дмитриевич. После 8 класса перед ним стал вопрос, куда, кем стать. Он очень хотел поступить в Суворовское училище, грезил стать военным, но из-за зрения ему отказали. Ну, пришел поступить в педучилище номер 1 на учителя физкультуры и поступил. В армию вступил в партию. После службы вернулся в родное село. И началась работа учителя физкультуры, которая продолжалась 40 лет. Он старался сделать все, чтобы для сельских детей были созданы все условия для физразвития. Вел разные секции. Под его руководством была построена успешно функционирована освещенная лыжная трасса. Он был инициатором проведения зимних и летних спартакиад для сельских школ. Они стали настоящим праздником общения и спорта для сельских детей. Был лауреатом Всероссийского смотра школьных спортивных клубов в номинации «Лучший тренер». Дважды становился победителем конкурса «Спортивный Усинск». За годы работы был поощрен многочисленными грамотами, занесен на городскую доску почета. Вот там сел на этой доске почета. Много лет избирался секретарем партийной организации, председателем профсоюзного комитета, тесно сотрудничая с экологическими организациями. Но по состоянию здоровья в этом году он вышел на пенсию. Ну, не в этом году, 2 года назад уже получается, что, кажется, мало лет прошло. Он бы еще работал, но пришлось идти по состоянию здоровья. Это я. Я, конечно, попала из рабочей семьи, сама выросла в рабочей семье, а попала в такую хорошую учительскую семью. Ну, ни о чем не жалею. Хотела 3 года проработать это на севере, ну, задержалась на всю жизнь, получается. Родина супруга стала моей родиной. Я считаю себя творческим человеком, участвую не только в профессиональных конкурсах, но и спортивных, декоративно-прикладного творчества. За многолетний труд тоже награждена почетными грамотами. Ну, у нас с мужем 4 детей, вот нас наградили еще орденом, но
можно сказать, из 4 детей никто не пошел по нашим стопам. Не знаю, может, младший сын что-то подумывает, в 10 классе учится, может, пойдет. Но дочка, которая закончила 4 года назад школу с золотой медалью, вы что, говорит, мама, дорогие мои, я не пойду на учительскую работу, я это знаю, это с утра до вечера, мы вас не видели, это учительский труд тяжелый для семьи, для себя, это знаю с рождения, не хочу быть фанат, как вы. Дальше внучатый племянник, это получается у Верещагина Михаила Петровича, закончили в Архангельской области пединститут, работает учителем информатики, жена тоже. Жена Верещагина тоже работает учителем начальных классов, уже спецстаж очень уже большой. Становилась тоже победителем конкурса «Учитель года». И с моей стороны, вот эти фотографии, и это моя сестра, родная сестра, тоже после меня поступила в ПЕД-2, закончила педучилище номер 2, приехала в АКИСь по распределению, тоже раньше было распределение, 3 года нужно было отрабатывать, но там тоже осталась, вышла замуж, работала воспитателем, потом заведующим садика, заведующая, имеет много грамот, но из-за того, что ликвидировали учреждение, пришлось уйти на заслуженный отдых. Ну, у нас оптимизация везде и всюду, там маленькое село Акись и фотографии. Но это уже у нас получается 4-е поколение. 4-го поколения это внучка Напалковых, которые продолжают наш род. Принята на работу должность воспитателя детский сад, работает, тоже воспитывает 4 детей, очень любит свою работу. Вот что она говорит, любить детей, свою работу, вот что самое важное. Вот это круг семьи, много фотографий. Это Ладыгина Напалкова, которая работает в Печоре после института, учителем гимназии, имеет тоже много грамот, наград. Стаж тоже большой, вот это фотографии, как она много. А это уже 5-е поколение, это уже правнучка Напалковых, внучка Катанжевской Евгении Дмитриевны, родилась и воспитывалась тоже в многодетной семье. Работает ЦДО хореографом, работает, она позитивно, активно, целеустремленно. Такой человек. Руководство Усинска уже заметило ее работу вот за эти 5 лет и уже награждение. Вот 1-я почетная грамота. Ну и у нас завершается это 5-е поколение. Тоже это родная сестра вот Екатерины, которая впереди была, правнучка Напалковых. Работает в этом году, начала после педучилища номер 2. Работает воспитателем в Усинске, тоже активно, трудолюбиво. Нарабатывая педстаж, шутит Татьяна. Буду очень стараться, чтобы не подвести своих предков. Ведь я не последняя, надеюсь, кто свяжет свою судьбу с профессией педагога. Вот это у нас. Глядитесь в истории династии этой семьи, вы поймете, сколько выпало на долю этих людей, что стоит за почетными наградами, победами в конкурсах, благодарностями в трудовых книжках. Если посчитать общий трудовой стаж всех учителей Верещагиных Напалковых, то получится 589 лет. И вот тут еще чуть-чуть я хочу закончить. В середине 80-х годов, когда все еще были живы, из учителей семьи Верещагиных можно было полностью комплектовать штат учителей целой школы. Для этого имелись преподаватели всех дисциплин, за исключением музыки. Но для этого предмета нашелся бы совместитель. Многие из учителей умели играть на гитаре, на мандолине и балалайке. Угу. Спасибо большое, Спасибо, Светлана Ивановна. Вы приехали к нам. Село Щелье-Бош, Усинский район. Нам очень важно, что сегодня мы все вместе, что вы представляете очно историю своей династии. И вы являетесь победителем нашего конкурса. Диплом 2-й степени и подарок. В далеком 1904 году основатель династии Григорий Федорович Чупров был назначен первым учителем в церковно-приходской школе в селе Усть-Уса. С этого периода начинается становление многопоколенной педагогической династии Чупровых. Приглашаем для представления исследовательской работы участника конкурса педагогической династии, учителя английского языка средней общеобразовательной школы номер 24 города Сыктывкара Екатерину Владимировну Гуляеву.
Меня зовут Гуляева Екатерина Владимировна, я учитель английского языка. В данной работе я хотела бы рассказать о своей семье, а точнее о династии учителей в моей семье. Мне кажется, что я никогда не сомневалась в том, что я стану учителем. Во все времена, а в наши дни особенно, очень важным является поддержка роли учителя и его статуса в нашем обществе. Не менее важным является внимание к изучению педагогических династий в различных регионах нашей страны, их социальной значимости, мотивах выбора. И в связи с этим я хотела бы поблагодарить организаторов данного конкурса «Педагогическая династия», за то, что они предоставили нам такую возможность. Поблагодарить за то, что в нашей республике уделяется очень большое внимание такой ценной и важной для общества профессии. В моей семье родословно известно с 1810 года, когда мой предок Калистрат Филиппов на лыжах пришел в северную местность и основал село Усть-Лыжа. Знания об этом почитаемом, конечно же, человеке в нашей семье, а также о всех его потомках передаются и очень ценятся в нашей семье. В своем исследовании я представила 4 педагогов в нашей семье, но я не могу не отметить также и брата моей бабушки, Чупрова Юлиана Григорьевича, который, получив аттестат с отличием, тоже очень хотел связать свою жизнь с педагогической профессией, но, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Итак, не могла я и не рассказать о моем прадедушке Чупрове Григории Федоровиче, первом учителе села Усть-Лыжа, первом учителе церковно-приходской школы грамоты в селе Усть-Уса. Он был по тем временам человеком передовых взглядов, личностью неординарной, своеобразной и привлекательной. Бабушка и все мои родственники очень часто мне рассказывали, что он был прирожденным педагогом. Он отлично знал историю, географию, иностранные языки. Григорий Федорович по совместительству был в Усть-Лыже первым председателем колхоза. Вот фотография, на которой изображен Григорий Федорович. Еще одна глава моего исследования посвящена брату моей бабушки, Чупрову Степану Григорьевичу. Степан Григорьевич родился в 1907 году. Благотворное влияние отца не могло не сказаться на натуру сына. Многие черты его характера складывались по образцу своего родителя. В 1915 году Степан поступает сразу во 2 класс и за 2 года заканчивает начальную школу. Продолжить отлично начатую учебу ему помешала гражданская война, но при помощи своего отца он успешно овладевает науками и иностранными языками. Окончив школу и получив документ о праве преподавания, Степан Григорьевич становится учителем. В 1828-29 годах Степан Григорьевич был председателем школьного исполнительного комитета, который отвечал за учебно-воспитательную работу. Перед самой войной Степан Григорьевич заканчивает Коми-Государственный педагогический институт и уходит на фронт. Степан Григорьевич погиб в 1944 году в Венгрии и похоронен в братской могиле. Хотелось бы также представить вашему вниманию мою двоюродную сестру Каневу Дарью Александровну, которая родилась в 1990 году. Даша всегда была большой умницей, имела разносторонние интересы, всегда увлекалась бальными танцами. Закончив гуманитарно-педагогический лицей с серебряной медалью, Даша становится студенткой факультета иностранных языков университета имени Герцена, который заканчивается отличием. В течение некоторого времени Даша также обучалась в Бельгии и до сих пор очень любит путешествовать и узнавать культуру и традиции разных стран. В данный момент Даша, конечно же, учитель. Ее очень любят ученики и ценят коллеги. Ну и несколько слов обо мне. Очень горжусь тем, что помимо профессии меня и моего предка Степана Григорьевича объединяет обучение в одном учебном заведении, Коми-Государственном педагогическом институте. В 2005 году я окончила институт с отличием и стала учителем. В данный момент я работаю в средней школе номер 24, преподаю английский язык, являюсь руководителем методического объединения учителей иностранного языка. Себя считаю активной, творческой, любознательной. Думаю,
Думаю, в этом главную роль, конечно же, сыграла моя наследственность. Бесконечно восхищаюсь своими предками. Надеюсь, что являюсь и буду являться примером моей замечательной семьи. И вот сюда я в исследование уже не включила, потому что оно было готово, но недавно я получила 2 грамоты, которые очень для меня ценны за добросовестный труд. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Я считаю, что таких семей, как наша семья, наверное, немало. Республика Коми по праву может гордиться многочисленными и удивительными ее уроженцами. Наши предки совершали великие дела для нашего счастья и благополучия, а мы, их потомки, тоже стараемся не уступать им. В моем случае учительская династия продолжается уже 3 поколения. И кто знает, может быть, в будущем я так же, как и моя бабушка Канева Фаина Григорьевна, буду рассказывать своим внукам о наших уважаемых предках и об интересных случаях из моей учительской и очень увлекательной жизни. Спасибо. Да, мы гордимся. Очень важно, чтобы действительно вот именно это чувство гордости, оно вот нас всех объединяло. И педагогов, и учеников, и родителей, которые работают вместе с нами. Рассказывайте о своей семье. У вас удивительная семья. А мы вам вручаем диплом победителя 3-й степени. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. А сейчас с нами на связи председатель Ассоциации молодых педагогов нашей республики Александр Сергеевич Гаврилов. Является и победителем конкурса «Классный класс». Является сегодня федеральным экспертом. И очень важно, что Александр Сергеевич был представителем Республики Коми на форуме классных руководителей. Александр Сергеевич, вам слово. Мы очень рады, что вы сегодня подключаетесь к нашему важному профессиональному событию. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на столь значимом событии. Действительно, это очень важный профессиональный конкурс и в нашей республике, и, конечно же, и на уровне Российской Федерации. В любом случае, изучение родословной и изучение своего рода – это всегда было очень ценно и важно. Когда человек знает свою историю, историю своего рода, он идет по правильному пути. А вы вдвойне, можно сказать, счастливые люди, потому что вы еще и продолжаете то дело, которым занимались ваши предки. И, конечно же, педагогическая династия, педагогическая профессия – это одна из сложнейших профессий. Мы все с вами знаем, что мы несем очень важную миссию в обществе, мы обладаем определенной ролью и, конечно же, колоссальной ответственностью перед нашими учащимися, перед нашими родителями учащихся, ну и, конечно же, перед всем профессиональным сообществом. И сегодня вы показали те знания, которые трудно переоценить. Конечно же, вот здесь мы с вами говорим о сохранении тех традиций, заложенных еще Российской империи. Да? Сегодня прозвучали доклады по истории XIX века, династии XIX века. И, конечно же, сохранение традиций российского образования и трансляция этого опыта, это очень дорогого стоит. И, конечно, если мы с вами будем заниматься изучением наших профессиональных педагогических династий, мы сможем составить совершенно иную современную картину той траектории развития современного образования с учетом тех традиций, которые были заложены ранее. И сегодня Галина Владимировна сказала, что я действительно принимал участие в форуме, первом всероссийском форуме классных руководителей. И одна из задач, которая сейчас стоит перед нами и ставит ее перед нами Министерство просвещения Российской Федерации, это сохранение традиций российского образования. Поэтому я еще раз хочу вас всех сегодня поздравить с
этим уникальным событием, пожелать вам успехов в дальнейших исследованиях. Я думаю, что еще очень много можно будет найти и почерпнуть. И, конечно же, продолжение ваших педагогических династий. Спасибо, Александр Сергеевич. Очень Спасибо. важно, что сегодня молодое поколение осознает роль традиций в системе образования. Александр Сергеевич – учитель истории обществознания, классный руководитель. И, конечно, очень важно, что позиция молодых педагогов, она сопровождается именно вот такими очень важными для нас государственными задачами – сохранения и развития истории нашей страны и истории образования. Александр Сергеевич, я думаю, что на хакатоне для молодых педагогов, который будет 15 декабря, мы обязательно расскажем об этом уникальном событии, расскажем о наших участниках. И это, наверное, будет одна из наших совместных задач, потому что молодые педагоги должны знать об этих удивительных династиях. Спасибо, коллеги. Спасибо, Спасибо. Александр Сергеевич. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, наша презентация подходит к завершению. Мы хотим внимание ваше обратить, что по итогам конкурса «Педагогическая династия» оргкомитет отметил ряд научно-исследовательских работ. И благодарственными письмами отмечены Следующие участники. Юлиана Сергеевна Туркина, Кривцова Елена Николаевна, Анна Ананьевна Майбурова, Степанова Анастасия Юрьевна, Ирина Александровна Жура, Тураева Светлана Геннадьевна. Федорук Маргарита Викторовна. Благодарственные письма вы можете получить после презентации. Уважаемые коллеги, педагогические династии – это удивительное явление, которое демонстрирует преданность профессии, преемственность поколений, в которой прослеживается и передается любовь и искренняя вера в благородство выбранной профессии педагога. Уважаемые коллеги, уважаемые участники, кто вместе с нами сегодня присутствовал на презентации и онлайн, и очно. Мы понимаем, что республиканский конкурс обязательно будет в 2022 году продолжен. Мы очень надеемся, что мы расширим номинации данного конкурса. Но сегодня самое главное – рассказать о педагогических династиях. И мы очень надеемся на поддержку данного конкурса и понимаем, что благодаря вам, уважаемые коллеги, наши участники, мы создаем историю системы образования Республики Коми. Спасибо вам за участие, спасибо за ваш педагогический труд. Спасибо. Спасибо. Уважаемые, Мне такое предложение собрать материал, классифицировать, систематизировать и, наверное, публиковать. Евгений Викторович. коллеги, мы создали впервые в этом году бюллетень. Он будет в открытом доступе. И, конечно, сами работы, они изумительные, потому что когда в прошлом, потому что когда мы рассматривали работы, я была членом жюри, и как председатель оргкомитета, вы знаете, иногда слезы в глазах наворачивались. Это действительно тяжелые судьбы, но самое главное, что объединяет все поколения, это любовь к своей профессии. Поэтому, конечно, когда мы рассматриваем историю нашей системы образования, мы должны знать прошлое, настоящее и уже думать о будущем. Поэтому спасибо всем большое. Спасибо, коллеги, Спасибо. кто был вместе с нами. Спасибо, коллеги, кто смотрел нашу трансляцию. У нас будет, коллеги, и запись, поэтому обязательно передавайте данную запись. Вы имеете возможность провести классные часы, рассказать о династиях на классных часах. Поэтому, коллеги, я думаю, что работа будет продолжена. Спасибо, всего доброго. Мы завершаем. Спасибо.